Чалил в отбойник. Стоит теперь и дымит. Смотрите сегодня. Каннибалы среди нас. За что амазонские аборигены съели американских журналистов? И какие племена до сих пор приносят в жертву людей? Загадки фараонов. Почему у некоторых древнеегипетских мумий связаны руки? Зачем в пирамидах строили лабиринты? И какие существа изображены на фресках в пещерах Алжира? Тайны Чапмана, самые шокирующие гипотезы. Сегодня в 17:00 на РЕН-ТВ. Я думала, будет сложно. А разобраться всего 5 минут. Запускайте Сбербанк онлайн. Вы уже в Сберинвестициях. В любом деле, хочешь хорошего результата? Доверяй профессионалам. Сберинвестиции в Сбербанк онлайн. Это просто и надежно. Сберинвестиции. Меньше слов, больше пользы. Футбол вкуснее с Лейс и Пепси. Заходи на стадион призов, регистрируй чеки на сайте stadionprizov.ru и выигрывай крутые призы вместе с Лейс и Пепси. И получи шанс выиграть главный приз – культовый электромобиль. Знаю, что многие из вас продолжают платить высокие проценты по кредитам, принципиально не замечая предложения от Совкомбанка. Совкомбанк уважает ваши принципы, но и от своих отказываться не намерен. Совкомбанк принципиально продолжает возвращать проценты в кредит наличными своим клиентам. При условии пользования карты «Халва» Совкомбанк. Принципиально выгодные кредиты. Команда ВТБ. Что ждет Сергея на рынке инвестиций, покажет финальный раунд. Современное приложение для инвестиций – это понятный интерфейс, низкие комиссии, бесперебойная работа, надежность крупного банка, доверие состоятельных инвесторов. Выбираю звонок профессионалу. Ты знаешь ответ. Ответ все сразу. В приложении ВТБ «Мои инвестиции». Правильно! Всем новым клиентам акции в подарок. ВТБ на инвестиции. Работают профессионалы. В Почта-банке ставка по кредиту всего от 5,9% годовых. Легко запомнить. 5 и 9. И не обязательно быть зарплатным клиентом Почта-банка. Мы всем рады одинаково. Совсем другой банк. Почта-банк. Заходите скорее на Алиэкспресс. Такого еще не было. Набери в строке поиска в приложении AliExpress слово «Хочу» и получи доступ к секретным скидкам. Каждый день новые товары по суперценам в приложении AliExpress. Чужие акции быстро растут. Пора заводить свои. Покупайте акции в приложении Альфа Инвестиции. А если они упадут в цене, Альфа-банк вернет разницу. Чехи говорят, когда в душевной атмосфере встречаются лучшие друзья и ароматный жатецкий хмель, то отдыхается хорошечно. Жатецкий гусь не алкогольный. Отдохни хорошечно. Лето начинается с Соколов. Уникальный мир красоты и стиля в трендовых новинках украшений и часов со скидками до 50% на Wildberries. Любите ли вы тушенку так, как любим ее мы? Если ваш ответ «да», то спешите в магазины «Айгуль». Тушеная говядина «Бурят Мяспром» 338 грамм, ГОСТ 129,90. «Айгуль» – покупки в радость. Обновите свою мебель, не вставая с дивана. Магазин Еврочехол. Подбор по фото, консультации по телефону и WhatsApp. Успейте, пока действуют скидки. Нет, дорого. Далеко от школы. Мам, пап! Ильге – это уютные современные квартиры и все необходимое рядом. Школа, детский сад, остановки. Решено, Эльге! Клиника варикоза нет? Теперь в Якутске. Прием хирурга-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего 1000 рублей. Звоните 319 019. Кто стоит за этим? Тираны, гении или новые герои? Мы откроем все тайны. Тайны Чапман. По будням в 17:00 на РЕН-ТВ. Самые шокирующие гипотезы по будням на РЕН-ТВ. В Махачкале воспитатель детского
садика избила ребенка с аутизмом. Поводом стало плохое поведение. 5-летний малыш якобы капризничал и не слушался. Педагог отвела его в пустую комнату, где и устроила расправу. Причем все это происходило на глазах уборщицы, которая демонстративно не замечала происходящего и продолжала пылесосить. Уже дома мать малыша заметила ссадины и ушибы и потребовала посмотреть записи камер наблюдения. Под давлением неопровержимых доказательств воспитатель призналась, что поднимает руку на детей уже не первый раз. Сотрудницу уже уволили, однако ей грозит еще и уголовное наказание. Родители написали заявление в полицию. В Иркутской области неуправляемый грузовик спровоцировал массовую аварию. Водитель мчался по встречной полосе, затем попытался вернуться обратно и начал таранить одну машину за другой. В результате участниками аварии стали 8 автомобилей, в том числе и бензовоз. Лишь по счастливой случайности удалось избежать взрыва. Что у вас произошло? Никто из водителей не пострадал. Из-за ДТП движение по одной из полос оказалось полностью парализовано, и на несколько часов на трассе образовалась огромная пробка. В Якутии пассажиры автобуса устроили драку. Один из них был пьяный и кричал на весь салон. Утихомирить хулигана никак не получалось, поэтому оставалось только вытолкать его на улицу. Дебошир потянул за собой соперника. В результате оба оказались на асфальте. Мешать им не стали. Двери закрылись, водитель автобуса нажал на газ, и остальные пассажиры в тишине поехали дальше. В Липецке лихач на небе устроил ДТП и скрылся. Он обгонял попутную машину по встречной полосе прямо на пешеходном переходе и спровоцировал столкновение. Удар был не сильным и пришелся по касательной. Повреждения минимальные, никто не пострадал. Тем не менее, авария была, так что сбежавшему виновнику ДТП как минимум грозит лишение прав. Ну а пока его разыскивают полицейские. Жительница Оренбурга украла у ребенка велосипед, чтобы подарить своему сыну. Денег не хватало, поэтому находчивая мать отправилась не в магазин, а в соседний дом, где и подыскала подарок. В результате сюрприз, конечно, удался. Мальчик получил велосипед, только теперь может надолго расстаться с мамой, которой грозит уголовное наказание. Поразительный пример жестокости продемонстрировал живодер из Екатеринбурга, который попытался зарубить топором сбитого на дороге лося. Сначала все подумали, что это разгневанный водитель, он мстит животному за разбитую машину, однако позже выяснилось, что это просто пьяный очевидец. Со словами «не пропадать же мясу» он накинулся на лося и стал наотмашь бить топором. Расправу остановили другие водители и не дали садисту добить раненого. Доброе утро, дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И этот утренний эфир для вас проведем мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров. На календаре у нас 3 июня, четверг. Сегодня мы узнаем самые эффективные способы, как бороться со стрессом. Как правильно выбирать себе солнцезащитные очки. Посетим контактный зоопарк Герды Гестяхи, ну а также мы с Александром Хавренко узнаем,